На центральной площади около мечети имени Ахмада Хаджи Кадырова еще до рассвета собираются участники разных молодежных организаций. Они отправляются в паломничество к могилам 40 асхабов пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует в Дербенте. Когда все уже в сборе, автобус начинает свой путь к Каспийским вратам. Спустя 4,5 часа паломники добираются до места. До присоединения Крыма к России этот город считался самым древним в стране. Его первое упоминание зафиксировано еще в VI веке до нашей эры. Первое нашествие мусульман здесь началось 14 столетий назад, когда сподвижники пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, прибыли на Кавказ. Первым делом делегация из Чечни во главе с директором департамента по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чечни Резваном Дадаевым посещают Исламский университет имени шейха Абдуллы Эфенди, который в Дагестане еще при жизни был признан эвлия. Здесь их радушно встречает последователь шейха Саидов Исамуддин Эфенди. И этот дом стал у нас домом для всех мусульман. Разницы нет. Кто бы не был, откуда бы не был, кто бы не был. Кто приезжает сюда, здесь есть место отдыхать, оставаться, что хочет человек. Затем гости поехали к могилам асхабов. Дадаев рассказал молодежи об истории этой святыни. Именно по этой земле ходили люди, которым когда-то посчастливилось увидеть посланника Всевышнего. Они прибыли на Кавказ, чтобы распространить религию. По словам ректора Исламского университета имени шейха Абдуллы Эфенди Арифа Саидова, народ, проживавший в Дербенте, принял их хорошо. Но хазарский каганат, властвовавший в те времена в Дагестане, побоявшись потерять свое влияние, направил против них войско, чтобы уничтожить их. И в ожесточенных боях против многотысячной армии каганата 40 асхабов пророка, мир ему, отдали свои жизни на пути Аллаха. В этих двух могилах покоятся два брата, Абдурахман и Салман. Это сыновья известного асхаба Рабиа. Они были предводителями в миссии по распространению ислама на Кавказе. Еще когда они были маленькими сыновьями асхаба Раби, их привел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И есть сказано, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, погладил их головы и сказал, что они будут самыми лучшими из сподвижников Расулуллаха, саллаллаху алейхи вассалям. За 1400 лет существования этих могил со всех концов света сюда приезжали миллионы паломников. Представители молодежных общественных организаций делятся своими впечатлениями и говорят, что с этого паломничества начинается акция, в рамках которой они посетят все зиярты Чечни. لقى مسألة يتمجر دولهم عاديتي قنا اختقن بركة دالة ومكها ظلم إيشادش بركة حلا دوش إيمان صو دوش إرسال خلق ومكها يرج أو بركة متجي ورقو كيرتو أجدون تشيد وق ويلولش تكير دوق دلغ دولش بق دولش ديل أخيرا متخ دولش هر حق إحساسور دولش تحت وقدع بدل جاني دالم ملاقي مش دالم لها صح بال عبير بولش بقوي. Инициатор паломничества, директор департамента религии Резван Дадаев рассказал молодежи, что чтить память тех, кто пришел к нам с целью распространения ислама и посещать их зиярты – обязанность каждого мусульманина. В завершении гости из Чечни совершили намаз в джума мечети Дербента. Она считается самой древней мечетью России. Ее возраст около 1400 лет. В свою очередь Дадаев пригласил богословов, а также студентов из Дагестана посетить Чеченскую республику. Магомед Ламаркаев, Мансур Саев. Новости.